Отправляясь на буровую, мы ожидали встретить здесь суровых и неразговорчивых мужчин, а познакомились с людьми очень открытыми и невероятно гордыми своим выбором, которые пришли в профессию, зная, что будет трудно. Пришли готовыми работать в любую жару и в любой мороз. Непосредственно ты первопроходец, ты строишь эту скважину, там никакой другой человек, а именно ты. Весь романтизм именно в этом. Это площадка строительства будущих 11 нефтяных скважин. Закладка, по сути, будущего на десятилетия. Как ваш городок называют в простонародье? Так и называют жилгородок. Жилгородок и малый невысок, вся улица, несколько вагонов, жилые корпуса, сауна, сушилка для одежды, столовая. Есть и культ-будка, но это не аналог Дома культуры, а место, где проводят летучки, а заодно место прописки начальника городка, мастера бурения. Один из главных законов – закон чистоты. Быт скромен, комнаты похожи скорее на каюты или купе, но сами буровики считают, что условия по высшему разряду. Ну, если добавить такие удобства, например, как душевая. У вас сауна зато есть? Сауна отдельно. Ну, безусловно, 5. 5 эти вагоны зарабатывают только еще за счет того, что здесь теплый пол. Вахтовики живут здесь в полной изоляции. Смена 2 недели, ограниченная территория и закрытый коллектив. Тут из вагона вышел, и никакого замкнутого пространства нету. То есть, помимо самой площадки, плюс еще вокруг вы видите леса, поля. И до работы близко. Буровой ротор, вращающий стальные трубы на глубине здесь почти в километр, не останавливается ни на минуту. Кажется, что вот-вот забьет фонтан нефти, но нет. Ожидаемые сцены из архивов и кино, аварийная ситуация. Накануне профессионального праздника бригада принимает поздравления и вымпел передовиков. Установку собрали, как говорят здесь, за 2,8 суток. И это рекорд по предприятию. Приехав с вахты, внук спрашивает: «Бабай, ну сколько ты скважин накопал за этот заезд?» Я говорю: «Улам, мы скважины не копаем, мы строим». «А как это вы строите?» Я говорю: «Ну вот вы в 9-этажном доме живете, у вас сначала фундамент, потом 1-й этаж, 2-й, вот так все это наверх, но мы все это строим только под землю». В новых экономических условиях падения цен на нефть и снижения добычи в Татнефти было принято решение новые скважины бурить. Работа не останавливалась ни на день. Мы скважину бурим, но не осваиваем. А на тот момент, когда будут дополнительные объемы добычи нефти, мы эти скважины все будем осваивать. И это будет быстрый старт для того, чтобы добывать больше. Станки-качалки в засеянном поле – это для юго-востока Татарстана норма. Встретить здесь в полях человека на квадроцикле и в полной экипировке – это тоже в порядке вещей. Впрочем, операторы добычи нефти и вполне молодые вспоминают. Раньше, чтобы добраться до станка, приходилось зимой вставать на лыжи, а летом шагать. Не все обходы были механизированы, и, получается, приходилось ходить пешком. В день по 30 километров проходили иногда. Станки, конечно, находятся под охраной и под круглосуточным наблюдением в едином онлайн-центре. Диспетчеру уходят такие как параметры. Скважины в работе, не в работе, давление скважины. И в случае какой-то аварийной ситуации диспетчер сразу же увидит и отреагирует, передаст информацию оператору. Нефтяники говорят, если силой мысли снять слой земли на глубине до 2 километров, перед нами предстанет сплетение трубопроводов под полями и лесами вплоть до границ с соседними республиками. А началось все в 1943 году. Тогда первые тонны только открытой нефти шли на нужды фронта. В 1948-м было открыто Ромашкинское месторождение, супергигантское. Тогда его назвали «Вторым Баку». О нефтяниках снимали фильмы, художественные и документальные. Металл не выдерживал. Люди преодолели все. Валерий Федорович пришел в профессию в 1966 году, сразу после школы. Подтверждает, хроника не преувеличивает. Это факт. Это факт. Я сам ломал пруток такой. Я его при 30-35 градусном морозе. Он был приварен, будем говорить, железо. Я его отрывал рукой так. Спокойно, не напрягаясь. Вы богатырь? У нефтяников особый характер. Он приходит со временем, особым характером становится. Когда работаешь в коллективе, вливаешься в коллектив, ты становишься нефтяником, ты, естественно, и у тебя мировоззрение меняется, и характер меняется. Очень большая ответственность. Потом отсутствие со временем, отсутствие страха, любопытство.
как-то ждешь чего-то хорошего. Вряд ли человечество сможет отказаться от использования нефти, в ближайшие лет 100, это точно. Это огромный колоссальный ресурс. Это топливо, это производство шин, это производство масел. И это, конечно же, то, что нас окружает каждый день. Бытовая химия, косметика, лекарства, производство детских игрушек и даже продукты нефтехимии используются при производстве продуктов питания в качестве консерванта. По некоторым подсчетам, татарстанской нефти хватит примерно на 200 лет. И это, конечно, не прямое изъятие из недр. Добыча становится более наукоемкой, более интеллектуальной, с расчетом на десятки лет вперед. Глубина переработки на заводах достигает 99%. И одна из стратегий – взращивание будущих кадров. Татнефть запустила проект, аналогов которому в стране нет – мини-клонирование растений. И занимаются этим школьники. 4 школы района, в их числе и 2 сельские школы, закупили лаборатории. Здесь, в Альметьевске, это пристрой к кабинету биологии. Бокс, где и происходит процесс клонирования материала, абсолютно стерилен. Любая спора или бактерия могут погубить будущие березы, осины и ягодные культуры. С точностью хирурга, работая скальпелем и тоненькими ниточками, школьники отделяют зачатки будущих растений и пересаживают их в питательную среду. Горячавка белая. Высадил ее сегодня. Инкубатор как шаг в фантастическое будущее. Свет футуристический. Этот спектр необходим для роста саженцев. В герметичных боксах микрокустарники скорее из мира эльфов и дюймовочек. Некоторые даже цветут. Затем подросшие растения передадут в соседнюю школу, в питомник, где их адаптируют к почве, а потом и высадят в городские скверы и парки. Пока курс взят на клонирование осин. Деревья хорошо поглощают углекислый газ и затем готовы перейти и к краснокнижным растениям. Опыт создания лабораторий по клонированию растений Татнефть планирует тиражировать по всему нефтяному региону. Мы можем размножать их в неограниченном количестве. То есть, если у нас был, например, 1 росток, мы из него можем сделать еще 3. Эти 3 нам, в свою очередь, дадут еще 9, и это в геометрической прогрессии возрастает. У нас пока цель 25 тысяч растений. Да, 25 тысяч саженцев за год. Они учатся мыслить, творить, у них появляется чувство ответственности. Самые смелые мечты и самые невероятные фантазии дети Альметьевска теперь смогут реализовать в школе анимации, созданной совместно Татнефтью и студией «Союзмультфильм». Это первая подобная школа не только в республике, но и в стране, и оборудование здесь новейшее. Так актер при помощи датчиков передает движение анимированному персонажу. Это кстати, сетап на «Союзмультфильме» аналогичный, но, скажу по секрету, у вас лучше. Анимационная школа, по сути, студию представляет президенту Татарстана. Накануне профессионального дня он посетил нефтяную столицу республики. И знакомство с новыми городскими объектами началось именно здесь, в детской студии, во время урока. Основной принцип мультипликации и анимации – это принцип стоп-кадра. Нон-стопом продолжались открытия в этот день. Новый инженерный лицей в Альметьевске. Будущее уже в этих стенах. Лаборатория робототехники, IT-полигон и зал 3D-спорта. Начал я рассказывать, нельзя ли поярче для детей. А мне говорят, это скандинавский стиль. Сейчас будем везде продвигать скандинавский стиль. Вместо городского универмага общественный культурный центр в 5 этажей. Здесь интерактивный научно-познавательный центр, лингвистический центр, где жители города любого возраста смогут изучать иностранные языки, а также самый современный концертный зал и выставочное пространство. И первая выставка уникальная тюркских народных музыкальных инструментов. Чтобы их сохранить, Татнефть выкупила коллекцию частного лица. Также президенту представили Мадонну Франческо Убертини, известного как Бакьякка. Картина эпохи Возрождения «Дар городу» от банка «Зенит» будет открыта для посещения. Новое общественное пространство меняет лицо города. В одном из дворов, отремонтированным по президентской программе, а всего в планах на этот год обновление 52 альметьевских дворов, пенсионеры президенту доложили, занимаются скандинавской ходьбой, а в парках им бесплатно на прокат предоставляют велосипеды. Появился в городе и новый студенческий сквер с теплым названием «Чайный скверик». Здесь президент пообщался с молодежью и отметил: нефтянка – основа всей экономики республики. Мы видим, как много делается в рамках парков, скверов, благоустройства. И самое главное, все это делается благодаря нашим нефтяникам, благодаря поддержке компании «Татнефть». Не только в вашем городе, но и многие республиканские программы, они
реализуется за счет нефтяной промышленности. День нефтяника для кого-то пройдет на трудовой вахте, а для кого-то онлайн в Альметьевске в этом году из-за пандемии не будет традиционного шествия и традиционной демонстрации профессионального мастерства на площадках города. Но будет праздничный концерт. И, несомненно, будут песни о мужестве, о выборе и о романтике. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.